ледоход на реках Якутии. Какова оперативная обстановка к этому часу? Народный артист России, ректор Московского театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев приехал в Якутск. Какова цель приезда артиста? Миграция птиц является ключевым индикатором здоровья экосистемы и изменений климата. Сегодня во всем мире отмечают День мигрирующих птиц. Это новости в прямом эфире. В студии Ольга Башук. Здравствуйте. Ситуация на реках Якутии стабильная, сообщили в Главном управлении МЧС по республике. По состоянию на 7 часов утра нижняя кромка ледохода на реке Лене наблюдалась в районе населенного пункта Ярославский, который находится в 89 километрах до города Ленска. Но, как стало известно прямо сейчас, подвижки наблюдаются в районе населенного пункта Хамра. Расстояние от Хамры до Ленска составляет 72 километра. Верхняя кромка у населенного пункта Витим Ленского района. Что касается обстановки на реке Амге, нижняя кромка у населенного пункта Самарсун. Верхняя в 100 километрах от метеостанции Тегюльтях. Уровни воды ниже критических отметок. Подтопление населенных пунктов не прогнозируется. Насколько готовы медучреждения оказать помощь при возникновении чрезвычайной ситуации в паводковый период, проверил Роспотребнадзор. В связи с половодьем усилен контроль за всеми ответственными структурами. Проведена оценка готовности медицинских организаций по подготовке к приему больных, наличию средств диагностики, лечения и профилактики, в том числе созданию запаса вакцин по эпидемическим показаниям, препаратов экстренной профилактики, а также средств неспецифической профилактики. Роспотребнадзор также проверил нештатные формирования на способность оказать помощь при чрезвычайной ситуации и резервные пункты временного размещения в случае эвакуации людей из затопленных населенных мест. На ремонт и строительство дорог в Якутии в 2019 году направят более 4,5 миллиардов рублей. Региональное софинансирование ожидается на уровне свыше 2 миллиардов рублей. Нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» охватит 104 города, формирующих агломерации в 83 субъектах страны. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения. Должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций и на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов России за 6 лет составит более 4 триллионов рублей. Федеральный бюджет направит более 440 миллиардов рублей. Ежемесячно в Якутске будут появляться 15 новых санитарных точек. В Министерстве ЖКХ и энергетики республики рассмотрели итоги работы компании «Якутск Экосети» за первый квартал 2019 года. Так, в центральной зоне вывезено 247 тысяч кубов отходов, в том числе 17 тысяч кубометров крупногабаритного мусора. Отмечу, по Якутску еженедельно вывозится 11 тысяч кубов отходов. Сейчас региональный оператор работает в основном с многоквартирным жилым фондом. В секторе индивидуального жилищного строительства переход на новую систему обработки отходов будет осуществлен постепенно. В настоящее время рекоператор совместно с мэрией города ведет работу по определению общественных санточек в частном секторе. Для их оснащения администрация Якутска планирует приобрести 500 мусорных баков. В эти выходные медучреждения столицы республики продолжают работать по дежурному расписанию. До 12 мая с 9 до 15 часов дня можно будет попасть на прием участковых врачей-терапевтов, педиатров, врачей общей практики, в том числе вызвать врача на дом. Также работает прием дежурных врачей-стоматологов в Якутском специализированном стоматологическом центре. Сегодня, 11 мая, можно будет попасть на прием врачей-специалистов, врачебных комиссий, женских консультаций, диагностических служб и клинико-диагностических лабораторий. Работа процедурных и перевязочных кабинетов обеспечена в соответствии с графиком работы медицинской организации. В Якутск приехал народный артист России, ректор знаменитого Московского театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев. Сегодня он выступит в Русском театре с литературно-музыкальной постановкой «Метель». Но это не единственная цель приезда мэтра. Подробности в материале нашего корреспондента. В труппе Русского театра трудится около 40 артистов. Сегодня руководство театра говорит о необходимости омоложения квалифицированными кадрами. Средний возраст – это 30-35 лет. Соответственно, нужны нам молодые уже ребята. И как раз сейчас самое время, когда мы об этом и решили позаботиться и подготовить новых актеров, актрис. Я думаю, что это будет очень своевременное дополнение для театра.
соответственно, новые возможности, новые какие-то перспективы. Готовность помочь в этом выразил ректор знаменитого Московского театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев. По его словам, конкурс на одно место в институте около 200 человек, а платное обучение стоит 470 тысяч в год. Но для якутян в 2020 году хотят организовать так называемый особый набор. Для них выделят несколько бюджетных мест. Предложил такой проект сделать, такой особенный набор. Это когда жители, местные жители Якутска, те, которые хотят посвятить себя актерской профессии, они проявят себя, заявятся о том, что они хотят учиться. И мы, театральный институт, приедем сюда и из тех претендентов отберем, человек 5. Для подготовки абитуриентов с нового сезона с сентября при Русском театре откроется студия. Занятия в ней будут бесплатные. Учиться смогут как ученики выпускных классов, так и студенты и взрослые. Из них в будущем и будет проводиться отбор. Юрий Осипов, Джоусталь Иннокентьев, Якутск. Мы продолжаем рассказывать о том, как в разных городах республики отметили День Победы. В столице Алмазного края празднование сопровождалось митингом, акцией «Бессмертный полк», полевой кухней и не только. Подробности расскажет Анна Винокурова. Празднование Дня Великой Победы в Мирном началось традиционно с праздничного митинга, где почтили память погибших на полях сражения Великой Отечественной войны. Праздничное мероприятие продолжило международное движение «Бессмертный полк». С 2012-го по всему миру люди идут с портретами своих дедушек и бабушек. В столице Алмазного края впервые «Бессмертный полк» прошелся по городу в 2014 году. В этот раз по улицам Мирного с портретами своих героев прошли более 6 тысяч человек. Расскажи, с портретом кого ты сегодня пошел на акцию «Бессмертный полк»? Его зовут Церковный Иван Максимович. Он прошел всю войну, и я им очень горжусь. А сегодня я вижу, ты в костюме советского солдата. Кто для тебя шил твой костюм? Для меня его сделала мама. И я его надел, потому что я очень горжусь своим дедом. И когда-то он тоже носил такие костюмы. По традиции шествие Бессмертного полка закончилось на центральной площади города Мирного, где всех участников международного движения ждала полевая кухня. В этом году она расположилась с двух сторон Дворца культуры «Алмаз». Здравствуйте, расскажите, как много желающих? Очень много, очень. А как много кашки вы сегодня приготовили? Тоже очень много. Я даже не могу сказать. Но вот то, что мы с 6 утра на ногах, это точно. Каши в этом году хватило всем. Некоторые даже брали добавку. Организаторами полевой кухни были индивидуальные предприниматели и мирнинские казаки. Замечательная кашка, значит, вы знаете. Я вспомнил даже свои армейские годы, которые я служил 3 года вообще, да. Нас призывали в армию, значит, да, и мы служили 3 года, значит. И вот кормили такой кашей, значит. Это здорово. Поэтому бойцы всегда были здоровы, веселы и смелы. Вообще очень вкусная полевая кухня. Спасибо, конечно, организаторам. Очень вкусно. Спасибо. После дегустации каши из полевой кухни мирнинцы насладились праздничным концертом. На центральной площади горожан с Днем Великой Победы поздравили творческие коллективы Дворца культуры «Алмаз». Анна Винокурова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». С Днем Победы, друзья! Торжественное шествие Бессмертного полка и традиционный митинг прошел и в Ленске. Тысячи ленчан и гостей города собрались у обелиска. Анна Кожевникова также приняла участие в праздничном мероприятии. На протяжении последних 5 лет празднование Дня Победы в Ленске начинается с шествия Бессмертного полка. Акция «Бессмертный полк» действует на территории Ленского района с момента ее зарождения в России. Ежегодно в его ряды становятся 3-4 сотни человек с портретами своих дедов и прадедов. А те, у кого нет таковых, Совет ветеранов заранее готовит портреты. В Ленском районе помнят всех, кто отвоевал победу и мирное небо над головой для нашей страны. Это дедушка мой, Рубанов Владимир Григорьевич. Он прошел всю войну у меня, разведчиком был. Ну, уже умер
в мирное время, в 1974 году. Торжественный митинг начался со вступления бессмертного полка к обелиску. Главный волнующий момент – передача знамени победы от участников боевых действий молодому поколению, призванному сегодня защищать нашу Родину. 9 мая для меня значит очень великий праздник. Это праздник нашего прошлого, и без этого прошлого мы не можем строить будущее. Поздравления в этот великий день принимали, конечно, они, ветераны, которых осталось совсем мало в нашем районе. 3 ветерана Великой Отечественной, 1 блокадница Ленинграда и 176 ветеранов тыла. Низкий поклон нашим ветеранам, низкий поклон ветеранам тыла. Огромное вам спасибо за все то, что вы для нас сделали. А дело нас, дело ваших последователей, помнить ваш подвиг, хранить его в веках. Спасибо вам. Связь поколений – это один из самых важных моментов празднования Великой даты Победы. Хочу сказать, что вступив в ряды российской армии, мы будем верой и правдой служить нашей стране. Несмотря на то, что с каждым годом все дальше от нас отдаляется то страшное время войны, к обелиску на набережной ежегодно приходят тысячи ленчан возложить цветы в память невернувшимся солдатам. Стала вечной славой. Майский праздник, День Побед, отмечай, часто надевают наши деды боевые ордена. Зять и 2 брата, 3 ушли. И зять погиб под Харьковом, а братья без вести. Пришли, портреты принесли дедушки, прадедушки своего. 1008 солдат из Ленского района пропали без вести на полях сражений во время Великой Отечественной войны. Но память о них навсегда останется у будущих поколений. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Ну а в Кобельском районе в честь празднования Дня Победы сотрудники социальных служб организовали акцию под названием «Корзина добра». В рамках акции все желающие могли оказать помощь ветеранам и просто пожилым людям. В пакеты участники акции могли положить не только продукты питания, но и предметы обихода, а также подарки на свое усмотрение. Жители поселка Сангар намерены сделать ее ежегодной. Мы, работники Управления социальной защиты, присоединяемся к акции «Корзина добра» и призываем всех последовать нашему примеру. Сегодня во всем мире отмечают День мигрирующих птиц. Это глобальная экологическая кампания, цель которой – расширить знания людей о мигрирующих птицах, местах обитания и путях передвижения. Сегодня по всему миру пройдут фестивали птиц, образовательные программы и экскурсии, которые призывают сохранять места обитания мигрирующих птиц по всему миру. На этом у меня все. Оставайтесь с нами.